сохранение и укрепление здоровья педагога, создание благоприятной обстановки в коллективе является залогом успешного воспитательно-образовательного процесса и, конечно, успеха деятельности в целом всей школы. Здоровье является высшей ценностью общества. Чем выше ценится здоровье человека в коллективном сознании общества, тем выше ресурс и потенциал развития самого общества. Проблема профессионального здоровья педагога в настоящее время настолько значима, что необходимо создание целого нового направления – психолога, медика, социальной профилактики и восстановления здоровья педагога. Основу профессионального здоровья составляет психическое здоровье, как мера способности преподавателя выступать активным и автономным субъектом собственной жизнедеятельности в изменяющемся мире. Следы нервных стрессовых переживаний педагога появляются в негативном отношении к работе, постоянной усталости, рассеянности, снижении результатов труда, неудовлетворенности профессиональной деятельностью. Профессия педагога, как известно, относится к профессиям типа «человек-человек», что связано с высокими эмоциональными тратами. По сравнению с другими профессиональными группами, среди педагогов наиболее высок риск возникновения невротических расстройств, накопления тяжелых форм невроза, соматических проблем. Как показывают исследования, большинство преподавателей эмоционально неустойчивы, склонны к стрессам и болезненному восприятию критики, внушаемые и мнительные, профессионально нездоровые. Негативное эмоциональное состояние, возникающее в процессе профессиональной деятельности, зависит от возраста и стажа работы. Для преподавателей с педагогическим стажем 15-20 лет характерны педагогические кризисы, истощение. У 30% показатель степени социальной адаптации равен или ниже, чем у больных неврозами. Психический дискомфорт преподавателя имеет большое значение для его здоровья, физического, психического, профессионального. Психический дискомфорт возникает в связи физической, психологической напряженность труда, постоянное оценивание со стороны различных людей, высокий уровень ответственности, тенденция агрессивного отношения со стороны родителей и учеников, авторитарный, репрессивный стиль управления педагогическими кадрами в некоторых условиях. Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости психологической помощи и поддержки учительства, как профессиональной группы с низкими показателями психологического и физического здоровья. Первым шагом на пути решения этой проблемы является необходимость изменения в целом отношения общества к педагогу. Необходимо также осуществлять проведение профилактики синдрома выгорания у психолога, педагога, руководителя учреждения образования, помочь им почувствовать собственную ответственность за свои профессиональные проблемы, за сохранение и укрепление собственного здоровья. Можно выделить 3 основные пути повышения здоровья педагога, которые я хотела бы выделить. Первый – психолого-педагогический. Особо важным в работе педагога считается положительное эмоциональное самочувствие. Необходимо преподавателей научить владеть эмоциями. Кто этому может помочь? Здесь не обойтись без профессионального, конечно же, психолога. Необходимо 1-2 раза в неделю проводить с преподавателями психологические тренинги. Если это в школах, нет. А я хотела бы это видеть. Медицинский. Медработникам необходимо проводить для всех преподавателей консультации о рациональном питании. Все ли мы правильно питаемся и вообще питаемся ли мы? Профилактика заболеваний, инфекций, массаж. А почему бы не открыть в школе массажный кабинет? Релаксация. А почему бы нет? Я думаю, никто не откажется. Здоровье преподавателя невозможно представить без организации всего этого. Третий. Физкультурно-оздоровительный и социальный. Это занятие, на которых любой желающий может позаниматься на тренажерах под руководством хотя бы учителя физкультуры 2-3 раза в неделю в определенное время и под руководством того же учителя. Семейные посещения хотя бы 1 раз в неделю бассейна. Почему бы это не организовать? Стадионы и другие спортивные сооружения. Также можно организовать в образовательных организациях
Хотя бы 2-3 раза в год выезд на природу. Делаем ли мы это? Нет. А я думаю, что многие бы от этого не отказались. Для эффективного внедрения в педагогическую практику идеи здорового образа жизни необходимо решение 3 основных проблем, которые я хотела бы выделить. Изменение мировоззрения педагога, его отношение к себе, к своему жизненному опыту в сторону осознания собственных чувств, переживаний с позиции проблем здоровья и сбережения. Педагог должен полностью принимать ученика таким, какой он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его способности. Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса, которое предполагает не только достижение дидактических целей, но и развитие учащихся с максимально здоровым, сохранением здоровья. Согласно известной поговорке, хоть 100 раз скажи слово «халва», во рту слаще не станет. Так и призыв к здоровому образу жизни должен быть подкреплен конкретными действиями. Установка на здоровье и здоровый образ жизни не появится у человека сама по себе, а формируется постоянно и маленькими шажками от капельки к капельке. Спасибо за внимание. Завершение выступления в конкурсе.